Уважаемые участники Совета, позвольте сердечнее поприветствовать вас, отдать должное вашей вовлеченности в дело обеспечения мира и глобальной безопасности даже в нынешних сложнейших условиях. Пандемия COVID-19 вызвала беспрецедентный кризис, но в своей истории человечество не раз сталкивалось с вызовами такого уровня и побеждало. Верю, что международное сообщество успешно пройдет и этот стресс-тест, выйдя из него победителем. Дорогие друзья, в этом году мир отметил трагическую дату. 75 лет назад впервые было применено ядерное оружие. С тех пор выросло несколько поколений людей, и катастрофы Хиросимы и Нагасаки стали постепенно забывать. Однако анализ состояния глобальной ядерной архитектуры показывает, что это неправильный, опасный подход. Первое уравнение с переменными, кроме ядерной пятерки, добавились страны, де-факто обладающие ядерным оружием, и пороговые государства. Второе. Отношения между Россией и США, на которые по-прежнему приходится около 90% совокупного ядерного арсенала, находятся в очень низкой точке. Третье. Набирает обороты другой взрывоопасный сюжет – противостояние между Вашингтоном и Пекином. Четвертое. Выход США из совместного всеобъемлющего плана действий создал новые препятствия на пути поиска решения как иранского, так и северокорейского ядерных узлов. Пятое. Ведущие державы начали новый виток гонки высокотехнологичных вооружений, в том числе в космосе. Уважаемые участники мероприятия, одна из известных поговорок гласит: некоторые вещи могут завладеть нашим вниманием, но сосредоточьтесь лучше на тех, что завладевают вашим сердцем. Будучи президентом Казахстана, я сознательно посвятил немалую часть своей внешнеполитической деятельности идее достижения мира, свободного от ядерного оружия. Для этого были свои веские причины. Во-первых, Казахстан познал на себе все ужасы испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне, от которых пострадало 1,5 миллиона моих сограждан. По моему указу, этот крупнейший в мире ядерный полигон был закрыт 29 августа 1991 года. Это решение стало первым в истории человечества юридическим запретом на проведение ядерных испытаний. Позднее и другие государства закрыли или законсервировали свои полигоны. Таким образом, пример моей страны был поддержан и приобрел глобальный характер. Более того, он проложил путь к принятию в 1996 году договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. По инициативе Казахстана в 2010 году, 29 августа, объявлен ООН Международным днем действий против ядерных испытаний и теперь ежегодно отмечается во всем мире. Во-вторых, обретя независимость, Казахстан добровольно отказался от 4-го по мощности на планете арсенала ядерного оружия. История подтвердила правильность данного шага. Своим смелым примером мы показали, что на пути к прогрессу, процветанию можно двигаться мирным путем. В-третьих, Казахстан стал участником всех международных договоров в сфере ядерного разоружения и нераспространения. В целях признания поощрения заслуг тех, кто объединился со всеми нами в этом благородном порыве, мною учреждена премия за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность. В Казахстане также создан банк МАГАТЭ, который выполняет важнейшую роль под зонтиком агентства. Он позволяет любому государству обеспечить свое законное право на развитие мирного атома. Дорогие друзья, вы являетесь известными политиками и авторитетными экспертами, которые, как и я, безоговорочно поддерживают идею стремления к миру без оружия массового уничтожения. Понятно, что этот путь не будет легким, и на нем имеется немало серьезных преград. Но, как говорил Рузвельт, стоит только поверить, что вы можете, и вы уже на полпути к цели. В этой связи я признателен вам за поддержку моей инициативы о создании глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия. Принимаемые нами сегодня открытые обращения об учреждении и целях альянса является первым практическим шагом в этом направлении. Я твердо уверен в том, что планета Земля рано или поздно
навсегда избавиться от ядерного оружия. И главная цель моего манифеста «Мир в 21 век» будет достигнута. Благодарю вас за внимание.